Аургазинский район расположен в центральной части Республики Башкортостан. Граничит с Гафурийским, Кармаскалинским, Давлекановским, Альшеевским и Стерлитамакским районами. В составе Аургазинского района 140 населенных пунктов. Районный центр – село Толбазы, находится в 80 километрах к югу от Уфы. Курманаевская и Бишкаинская пещеры, овраг Ушкатлы. Эти уникальные памятники природы расположены на территории Аургазинского района. Аургазинский район входит в южную лесостепную зону. Здесь развито сельское хозяйство. В основном выращивают пшеницу, гречиху, сахарную свеклу, разводят крупный рогатый скот и свиней. На одно из таких предприятий, откормочную площадку по выращиванию крупного рогатого скота, в рамках рабочей поездки по Аургазинскому району и отправился глава Башкортостана Ради Хабиров. Сегодня мы откармливаем здесь на площадке 2200 голов. Ну, опять-таки, вот, чтобы потом маржинальность, чтобы у себя оставить, мы хотели вот этот Рощинский мясокомбинат построить, чтобы вот этот скот туда шел. Там свинину мы будем покупать, и отсюда будет идти этот КРС. Скота много будет. То, что сейчас мы молочкой будем заниматься, оттуда же и мальчики рождаются, и девочки. В прошлые выходные 5 фур подъехало из Брянской области, погрузили, 500-килограммовых, да, бычков? Да. Живем, да? Живем, да. По 150 рублей. Так, Чтобы в течение 2-3 лет мы пойти, вот так хотим сделать. Вот старая ферма, корпус. Вот после переоборудования крышу поменяли, вот здесь фонарь, вентиляция. Работает всего 10 человек, заработная плата до 25 тысяч рублей. И опять-таки здесь мало конно-ручного труда. Просто подталкиваем. А зимой вот окна зашиваются, да? А полиэтилен просто ставим. И этого достаточно. Только полиэтилен, да. Для этого скота хватает. Проблем нет. А вот в Рощинском с мясоперерабатывающем когда собираетесь приступать? Мы хотим уловиться с весны. Уже, да? Да. Вот эти старые же корпуса есть. Они уже дряхлые, 40 лет. Свиней не будет. На их месте хотим уже возводить новые. Мы уже начали покупать оборудование в этом году вот, на 40 миллионов. Мы что-то даем там по возмещению? Будем, на следующий год по возмещению будем готовить. Мы уже в этом году покупаем на 40 миллионов потихоньку. Там все старое было. Примерно так. И это вот площадка, она и зимой, да? Да, это зимой. Круглогодичное стоимость содержания. Ага. И они Неподвижные. не мерзнут ничего? Не мерзнут. Мы сделали программу, всю нормативку сделали, вот почти 1,5 года готовили. Это первый объект, который субсидируется. Суточный привес примерно 1200 грамм. Стабильно получаем. А свой убойный не хотите оставить? В Рощинском хотим. То есть мы хотим этот круг замкнуть полностью, чтобы здесь было. Конечно. Если сойдется, все нормально. Вот они еще долго будут откармливаться? Они уже готовые, да, все? Ну, где-то мы каждый месяц отдаем 200 голов. Вот в этом месяце уже мы продали. Сейчас следующий месяц, к концу месяца мы опять-таки, каждый месяц вот так идет, как конвейер. А вот на той площадке, где мы молочку строим, там у нас 3000 будет. Там 3000 будет делать. Там тоже будет футбол, Да, да? там внизу. Но у него это молочный скот, это мальчики молочные. Да, это не мясной скот, но тем не менее нормально. Ну вот здесь уже экономика есть, да, уже? 10%. 10% всего, да? Может быть, тогда где-то в августе или там, я не знаю, в сентябре, когда Райкма дальше подготовится, все вопросы пусть подготовят и приходите ко мне и сядем снова, пробежимся по всем, чтобы у вас была уверенность, спокойно работали. Это получается вы, ну, вот если вашим цифрам следовать, вместо 25% маржи вы 10 только забираете, а 15 уходит туда. Да. Хотя самая тяжелая часть работы именно, ну вот, вырастить. Да, выращивание скота.
И самое главное, мы же сейчас, вот я же говорю, 85 сегодня магазинов, мы хотим довести 200, 300, 400 магазинов. Мы это видели? Сеть создать. Да, не только в республике, и дальше. Мы на обмен опытом ездили в Звениговское, ему 77 лет, старику. А где это? Где? Это в Удмуртии. И как? Изумительно, у него 700 магазинов, 10 миллиардов оборотов. Ух ты. Ему 77 лет. Меня на оперативку позвал в 5 утра. Оперативка проходит в 5 утра. И все докладывают. И самое главное, все люди довольны и зарплаты хорошие. У нас по благоустройству несколько вопросов есть, и мы вот изложили все вот это. А вот вы в скажите таком лучше, виде. что хотите. Нет, мы рассказывать уже долго произойдет. Благоустройство, да? По поводу благоустройства нашей деревни. И очень какой? хотим, чтобы было у нас пожарная машина. А какой деревне? Султан-Муратова наша. Большая деревня? Большая деревня. Достаточно. Все вопросы написали здесь. родился здесь, Султан Муратов. Сколько людей там живет? Сколько людей живет? Ну, школу закрыли, школу, наверное, и правильно закрыли. Но нету, но на маленькую школу. Отсюда сколько? 10 минут доехать до туда. А что Начальные классы оставили, да, детей да. переводим в соседнюю деревню на полосу. по благоустройству что хотите там? Чего вы боитесь, скажите? Ну, народ против Лены Зуфаровны, чтобы руководила. Хотят другого человека поставить. Есть у нас молодежная Сельское поселение, возрастная она, Лена Зуфаровна. На пенсию уже Ну, 65 они лет. говорят, что она должна И уходить на секретарь пенсию. тоже 65 А ей лет. еще 3 Пускай года по уходит. срокам отработать. Пускай молодежь работает. Ну, кто-то доволен, кто-то недоволен. Ну, я понимаю, Тут да. не угодишь. Спасибо, что вы сами приехали, послушали нас. Да я хочу не просто послушать, я не знаю, как вам помочь. Наверное, кто-то его любит, кто-то не Старые любит. здания, пожалуйста, разбирают. Старые здания очень много. Увольняйте я. Мына центрда бит инде. Музей кырындан инде емсиз зданиялар тура. Не оны разбирать этмелер. Дилар Ну, сюк вот не это юг. здание напротив. Не то, что напротив, там столовый старый. Нет, Из-за столовое того, туда не что шло, а вот вот это это старое всё. здание правления. Советовские земли. Из-за того, что Как- школу никак закрыли, узнали, когда как с семьей уехали отсюда с деревни. Давайте мы сделаем так. Раик Мударович. Раик Мударович разберет. Раик Мударович. Нет, идемте. Вот давайте, я потом отдельно как-нибудь приеду сюда. Вот вы найдите время, занятость, понятно, люди просят, где-то помогите, что-то там снесите, что-то там поправьте, ну сделайте, сделайте, да? Договорились вот в это. А по сельсовету уж я с главой посоветуюсь, все-таки это же вы говорите, а вдруг другие скажут, что он самый Просто лучший. некоторые не могут подойти. Там оформите как мое поручение. Ради Фаридович, мына біздің бюджетке күтме, квартал сайын күтмекші бөлінемін, по сельсоветам. Ну это уж я не скажу, это в каждом районе. Путин бір вақытна сөйлегені, по телевизору я сама слышала, 250 тысяч бөліне кварталға. Нет, везде по-разному же. Ну, 250, мына бізде күтме бөліне екен. Мына шу оқшалар бірсе де біздің населениеге тұтылмайды. Тұтылмайды, біреу-бірі ремонттағаны жоқ. На асфальт бар ма урамда, жоқ ма? Оқша жия. Центральный урамда ғана бар. На асфальт анда бар енді. Асфальт салдылар енді. Галинзаның барағының 110 еллығына екіншіге салдылар біздің центральный урамда мына Көпқа төбіне салдылар. Bir мәртебе Зубайров Ринат абы ішлегенде салғандары, екіншіге тоғын Ярай, Раик Мударович келер сізге, ема? Ярдам етер. Басқа урамларны корамайлар. Басқа урамдарны корамайлар. Үлен шобылмай, бірнеше шобылмай, вещенішке Проведите сход, соберитесь, поговорите. Хорошо, Рапай. Спасибо. Раик Мударович, я это оформлю прям как поручение главе. Но вы обещаете мне... Сделаем. Кім фотография дейді? Телефоныңыз бар ма? Біздің телефонды алмадық сол. Солыңыз маскаларыңызны. Ярайынды кейдегенде қазір. Ярай, бір мәртебе сылайды. Танымасалар да яралар біздің. Рахмат. Рахмет. Yollar sizə Raди Farid. Рахмет. Yollar sizə. Рахмет. В декабре 2018 года проект молочной фермы компании «Урожай» на 6530 голов одобрили на инвестчасти правительства Башкортостана. В июле 2020 года этот проект уже активно реализовывает. Находится он в Аргазинском районе. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте с рабочей поездкой. Мы у вас были в марте 2019 года, Рапай.
на инвестиции. И вот, несмотря ни на что, ни на пандемию, все это продолжалось. Она так и работа идет, да? работали. Ни на минуту не остановилась. Мы в 2019 году весной начали съем этих земли. Перевезли всего лишь примерно 600 тысяч кубов. 600 тысяч кубов на сумму примерно на 70 миллионов. И те деньги, которые вы дали с рекфонда, полностью мы израсходовали. И самое главное, не просто так там на зарплаты, на 3-5. Вот сейчас мы строим, и сразу поступает и оборудование поступает там в заданные сроки, и конструкция поступает. И составили уже договор, тоже перечислили по поводу животных. Уже с 15 сентября начинают поступать животные через каждые 3 месяца. А этот объем мы хотели на 3 года, Аллах верса, если все будет нормально, то мы, думаю, Аллах верса, на следующий год закончим вот эту стройку. Уже, да? Да. У нас А вот эти вот где под номером 1, это функционирует уже? Это функционирует. Мы там сегодня доим 33 литра на каждую голову. То, что вот эта жара пошла, конечно, чуть-чуть опустились. А когда запустили это? Мы это запустили позапрошлом году. В прошлом году запустили. Вот это построили в этом году. Вот это построили в этом году. Вот это они в этом году запускаются. А вот этот вот доильный комплекс, он какой будет? Вот, Здесь будет 2 карусели. Вот так они будут крутиться целый день. Каждая корова будет доиться в день 3 раза в сутки. Она практически останавливаться не будет. Здесь самое главное, женщина вот так стоит, а колесо крутится. Здесь у нас зарплаты хорошие. То, что вот раньше фермы были, туда народ не ходил, а здесь ручного труда меньше. Здесь почти что, так скажем, очередь стоит. Средняя зарплата доярок 30 тысяч. Они в сутки работают и 2 суток отдыхают. Местные работают здесь. На автобусах привозим. Здесь у нас будет столовая, душевые и тому подобное. Вот получается, в этом комплексе вы сколько коров примете уже в этом году? В этом году мы будем принимать 600 голов. Мы сразу не можем, потому что эти коровы приходят, через 4 месяца телятся. А когда мы больший объем покупаем, 1000, и сразу 1000 начинает телиться, это плохо. Мы 300 берем, привозим, 3 месяца проходит, потом 300. Вот через каждые 3 вот месяца. через по 300, каждые 3 месяца. Чтобы в течение года было равномерно отел, молоко. И все 1000 сразу они смогут столько дать. А молзавод требует ежедневно там определенное количество. Ну и еще раз хочу поблагодарить вас, то, что поверили нам, дали вот эти деньги, Рекфонд то же самое поверили, дали. И я думаю, что мы постараемся вот это доверие оправдать, сделать. Конечно, трудно вот с строителями, но тем не менее. А молоко куда сдавать будете? Есть? Молоко не знаем, куда сдавать. Проблема тоже по сбыту молока. Сегодня мы вот 70 тонн доим. Хорошее молоко, да, здесь? Да, у нас молоко хорошее, очень хорошее. Высшим сортом сдаем. Но мы хотим дальше больше, если у нас получится, все-таки в Рощинске построить, увеличить вот этот мясокомбинат и молочный завод. И чтобы мы свое молоко, вот это там где-то будет 200 тонн, все-таки в республике оставлять вот это молоко и делать маржинальный продукт, молочный, Аллах версайный, если все будет нормально. Что для этого нужно? Чтобы с Рощинским у нас нормально было. Опять-таки, с того времени, когда вы меня туда поставили, прошло больше года. Там сегодня финансовое положение очень хорошее, долгов нету, ничего. Мы туда с урожая отдаем в аренду примерно на 600-650 миллионов техники. Там вся техника новая, люди работают. На расчетном счете примерно 100 миллионов денег есть. Но мы эти деньги уже в конце года должны оплатить банкам. И зерно, свиноводство к логическому концу приходит в сентябре месяце. Ну, опять-таки, вот это старое непонимание там, с районом. Ну, я думаю... Договариваемся. Спокойно. Труд. Анвар Авилович боится за своих свиней. Мы говорим, что это все равно невыгодно. Зато сейчас там мясокомбинат добавим, будет уже больше. Больше магазинов будет, да? Ладно, свиней живых нет, зато продукции больше будет. А там же маленький цех есть, он уже старый. Мы хотим уже начать строить на следующий год
в Рощинске. Сегодня, когда я пришел, было там 45 магазинов, сегодня 85 магазинов. До конца года доведем 100 магазинов. И на следующий год Алла-Верса 150-200. Но вы когда готовы будете по Рощинскому, вот по, значит, по молочному там, заводу, приходите снова, давайте обсудим все вместе, что нужно. С нашей... Там же мы еще хотим вот это продолжение вот этой фирмы начинать строить. Мы же были у вас в Инвещасе, там через ВКС. На землю написали, глава там как даст, не даст. Просто он хочет, чтобы мы еще дальше поставили, но там проблемы с людьми. Мы хотим поставить возле дороги вот такую фирму на 2800. А молодняк... Ну, если вы красиво сделаете... Ну, мы всегда красиво делаем. А запахов не будет, вот ничего это? А там по Санпину она проходит, там же населенного пункта нету возле дороги. Это будет... Вы договорились? Далеко. Ну, мы не ругаемся, он старший товарищ, поэтому Алла Равилович хочет в глубину там увезти в район, но нам надо, чтобы ферма была возле трассы. А так вот у вас сколько рабочих здесь работает, сколько народу работает? Ну, здесь вот, там еще стройка есть, где-то 250. А там что за стройка? А мы семенной завод начали строить. А вот мы, это вот то, что вы говорили, да? Да. Мы сейчас посмотрим, там буквально 5 минут. Он впечатляет, конечно, прям впечатляет. Молодцы. Ну давайте тогда уже будем думать дальше по Рощинскому. Рафик Фаридович, на территории Республики Башкортостан действует указ номер 310, на основании которого до 2024 года должны построить еще 10 высокотехнологичных площадок для крупногабаритного скота. Это одна из них. Почему такое внимание в республике? Ну, мы себе поставили задачу стать первыми по производству молока. Это выгодно. Это, ну, у нас аграрная территория, у нас сильное сельское хозяйство традиционно было, поэтому вот производство молока – это один из ключевых показателей. Он сложный, он очень затратный, энергоемкий, капиталоемкий, но зато в этом будущее. Вот такие крупные хозяйства, наверное, и определят будущее нашей экономики. Впечатлило вас? Очень, я прям очень доволен. Спасибо. Проект селекционно-семеноводческого центра тоже рассматривали на инвестчасе правительства Башкортостана, но в феврале 2020 года. Объем инвестиций в него составил 240 миллионов рублей. Результат – вот он. Работы в стадии завершения. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Это не склады, вот этот семенной завод, он позже где-то начнет поступать где-то через месяц. Это предварительная обработка, а здесь у нас полная семенная уже линия будет вместе с протравкой. После уборки сразу мы делаем и развозим по нашим отделениям на местах. Примерно это хватает, закрывает примерно 8 тысяч тонн семян. Это хватает где-то на 200 тысяч гектаров земли. Вы уже хотите в эту уборку успеть, да? Нет? В эту уборку успеваем, но мы здесь маленький цикл сделали, а осенью уже, на следующий год уже капитально будет. Она тоже такой агрегат здесь будет, да? Или как? Нет, это уже более глубокий агрегат, а здесь поверхностный. Это с поля идет подготовка, Я а понял. дальше уже разбавляется, уже у него уже осенью будет семена на будущий год готовы стоять. Но вы для себя только или уже будете... Нет, окружающим тоже соседям. Со стороны, да. Сейчас строится, вот Раик Мударич строит, Шифуат Хаварахманова строит, Исаев Нерал строит и Коваленко. Вот 4 в этом году достраивают. А в Илише там же есть уже? А в Илише они уже, ну вот крупного нет, у них маленькие. А маленькие колхозы вот сейчас тоже строят, они вот такие вот только 2 вот такие емкости, они небольшие пока строят. Тоже вот стараемся, чтобы у каждого семена свои. А оборудование здесь импортное, да? Да, немецкое. А вот отсюда зерно, оно потом в мешках или как вы? Да, в биг-бэг, мешках да. отсюда? Биг-бэги вот эти вот, биг-бэг, да? Да, тонна. А потом посевной комплекс Биг-Бэг поднимает, продырявили и сразу посевной комплекс заполняет. Ручного труда практически нет. Это что дает? Это более крепкая пшеница, более производительная, да? Ну, во-первых, очистка – это очень серьезная очистка. Потом, второе – это калибровка семян. То есть уже у нас щуплых зерен не бывает, и растения все одного типа. Растения будут уже стандартизированные. И, во-вторых, мы будем протравка хорошая, 100%, чтобы вот это протравочные материалы, он полностью семена 100% окружил, так скажем. И
плюс логистика, и плюс то, что раньше там мы своих женщин просили, чтобы они участвовали на протравке, а здесь сейчас ручного труда вообще не будет. Это же и вредно, наверное. Это очень вредно. Значит, у нас с поля газик шел в колхоз, зерноток, помните? Значит, там потом, помните, руками кидали, значит, потом протравливали, вычищали, дошел, еще раз, значит, вычищали, потом травили, получается, ну, как в ручном режиме, так ведь, через аппарат. Да. Идет сильная токсикация, женщина все это глотает. А здесь, получается, никого нет, так ведь? Без участия Без человека. участия человека. А окончательно когда завершите, то есть с этим цехом? Ну, я думаю, что в ноябре. В ноябре, Да, также. ноябрь, А декабрь. в следующий год уже полноценно принимаете? Я думаю, что на Новый год зайдем. Ну а вот по зерну, вот вы же начали уже, да, уборку? Да, 2-3 дня. Сколько центнеров берете? Сейчас пока первые поля идут 50, в Стрельтамаке пока 40. Но говорить, по-моему, об этом пока преждевременно. Ну да, понял. Да. Говорить не будем, будем стараться хорошо убрать вовремя. А то, что здесь строители откуда? Челябинские, Челябинские? Да. Ну да, тут с этим. вот он стоит, начальник. Роман? Да, Идем. Основной поставщик на Уральский регион. Добрый день. Как настроение? Добрый день. Здесь будет стоять, это приемная точка сделана, чтобы убрать крупный мелкий примес, чтобы провел быстренько уборку, а зиму посел. Само здание завода, вот я там уже плакаты сделал, думал, туда подойти, покажу, как это будет в 3D выглядеть, модели. Давайте пойдем посмотрим. Давайте, покажу. Машина именно последнего поколения, самые инновационные машины, самые-самые-самые. Сама технология производства семян, это щадящая подработка, сразу засыпаем с поля семена, убираем крупные мелкие примеси, потом идет, если требуется, сушка, автоматически. Потом идет вторая машина, 6 плоскостей решетки, убираем по толщине, потом 2-3 блока, пневмостол, протравка и фасовка. То есть сразу за проход делаем семена и траем, и фасуем, и показываем. Вот это сама примерно технология, как это будет. Но этот завод позволит, я думаю, поднять урожайность за счет передовых сортов, за счет качества семян. Это основа. Ну, как говорится, какое семя, такое племя. Но инвестиции, конечно, очень большие и серьезные. Это серьезный шаг. Но, как говорится, вот, понимание в области, руководства, что такие штуки нужны. А вот это вот зерно после этого, это вообще такой выгодный экспортный, наверное, еще продукт, нет? Здесь тоже и фасовка, если это... нет, это семена только для себя, для себя. а экспорт На экспорт это нет. на элеваторах. Мы элеваторах, да. на элеваторах сидим, вот туда мы гоним, пожалуйста, там. Я В этом сегодня- году мы сейчас вот закончили продажу пшеницы по 14,50. Это очень хорошая цена. Цена очень Мы, да, если Но это присед- на внутреннем рынке, да? ну, мы сами туда за кордон не выезжаем, у нас покупают, у нас даже так выгодно, вот, по 14,50. Если у нас себестоимость 7 рублей, это 100% подъем. Ладно, ладно, Удачи. всё хорошо. Ром, ты настоящий продажник, все продал. Я еще и построю, если поможете. Конечно, конечно. Ратфич, растениеводство это тоже ведь основное направление, которое нужно Башкортостану? Ну, конечно, да. А вот такие объекты, как этот, потребность в них есть? Да, есть. Но это, скажем так, это элемент современного производства. Это элемент построения такой сельскохозяйственной индустрии, когда не просто там скопали, посадили, посеяли, собрали, в элеватор сгрудили, и, как вот по старинке. Здесь и калибровка, и протравка, и все. Тут на выходе получается шикарные, соответственно, семена, которые и жизнеустойчивее, и урожайность более высокая. Это вот, я говорю, это прям такой полный цикл уже современного производства сельского. Ну, у вас тут тоже, я так смотрю, есть о чем задуматься. Нет, я же тоже езжу, смотрю, вот слушаю своих коллег, вот слушаю наших гостей, вернее, челябинского бизнесмена, который здесь у нас строит. Видите, вот наш министр сельского хозяйства говорит, что нам таких нужно пару-тройку десятков. У нас их вот шестая пока. То есть надо думать о том, как мотивировать, как стимулировать, чтобы у нас появлялись такие заводы. Вот все это мы и обсуждаем на сельских часах. Спасибо.